Асаат вижерзейша пуепш, хапсатюлю хопшира канала чиху по информации бдыратара хамшев шара. Хлебзекуем. Вахахдыратарач. Кремльпе аханақна айпалара. Владимир Путин дидиглит апсна ахада Рауль Хаджимба. Яха ачкчима зараспит апрохуара ямшуп адунеяджа. Яха Москва, Кремльпе аханақна урыспыла ахада Владимир Путин дидиглит апсна ахада Рауль Хаджимба. Юхент каракарна фугуитша ала чажвит юганг пеусицура икнаргало аззара кушпака. Айча жура Коран, хшюзичтрачеда атанапсна социал-экономит пулска чарджираджа урыспыла иқанацо ацхырара механизм аусура айхтура. Ярубацги апсны урыспыла рейкушахат разин база артбара. Уважаемый Рауль Джумкович, очень рад вас видеть снова в Москве. Наверное, не нужно характеризовать характер наших отношений. Они носят поистине уникальный, братский характер. Мы с вами знаем, сколько сделано за последнее время для того, чтобы укрепить Абхазию. Сформирована очень хорошая договорно-правовая база, свыше 100 договоров, соглашений, еще 30 находятся в проработке. По инвестиционному направлению у нас сформирован пакет свыше чем на 9 с лишним миллиардов рублей. 700 с лишним миллионов уже проекты одобрены. Здесь мы должны еще с обеих сторон как следует поработать, с тем, чтобы все эти вопросы были тщательным образом не только проработаны, но и были реалистичными, чтобы все эти средства пошли на реальные дела, на улучшение качества дорог, на улучшение ситуации в школах, больницах, строительство новых детских садов. Мы очень рассчитываем, что так и будет. Вот только что посмотрел информацию по этому курортному сезону. Рекордным было количество наших российских туристов, отдыхающих в Абхазии. Мы будем и таким образом развивать наши отношения дальше. Мы видим, конечно, что в Абхазии происходят такие непростые внутриполитические события, но должен сразу сказать, что это, разумеется, нормальное явление для любого общества, для любой страны, но очень рассчитываем на то, что ситуация будет находиться под контролем, не будет выходить за рамки правового поля, потому что в противном случае достаточно сложно осуществлять и на наши планы экономического взаимодействия. Естественно, да, когда происходит какая-то внутренняя серьезная раскачка, то там уже не до дорог, не до больницы, не до школ. Хотя хочу отметить, что в этом году у нас вырос и товарооборот. В абсолютных величинах, может быть, это не так много, но, тем не менее, эта тенденция хорошая. Ну и у нас есть соглашение, есть и базовый договор о дружбе, о взаимопомощи и так далее, но есть отдельное соглашение, связанное с военной составляющей. Я знаю, что Абхазия это ратифицировала. Мы только что тоже закончили наши внутригосударственные процедуры. Вот весь этот комплекс вопросов мы с вами сегодня обсудим. Я очень рад вас видеть. Спасибо. Владимир Владимирович, я рад тому приглашению, которое мне позволило находиться в Москве. Действительно, за этот год это вторая встреча, что свидетельствует о характере наших отношений. Несомненно, идет развитие правовой договорной базы, и уверен в том, что этот договор, который мы с вами подписывали о союзничестве и стратегическом партнерстве, будет реализовывать те планы, которые мы закладывали. Действительно, идет процесс развития тех вопросов, которые мы ставили в части, касающейся оборонной тематики, вопросов пограничного сотрудничества, экономики. Действительно, как вы заметили, у нас буквально на 5% торговый оборот вырос, несмотря на то, что объемы, может быть, не самые большие, но идет рост торгового оборота. Есть и вопросы, которые связаны и с деятельностью самой Абхазии в свете той помощи, которая оказывается России
выросли возможности банковской сферы. Мы сегодня практически бюджет 2016 года выполняем по доходной части где-то порядка на 36% больше, чем в прошлом году. И в сравнении с 2014 годом это где-то на 66%. Ну и вопросы, связанные с той темой, которая для нас очень важна, это тема развития нашей экономики, создания условий, которые позволили бы решать в контексте развития экономики и социальные аспекты. Ну, я надеюсь на то, что мы с вами сумеем сегодня еще и переговорить по этой тематике. Ну и разрешите мне от нашего народа, абхазского народа, передать вам самые добрые пожелания и выразить еще раз благодарность за ту помощь, которую оказывается Абхазии в самые нелегкие времена. Спасибо. Апсна ахадара ульхаджимба конституция бзакуаны на пагацию и тапсна хунткарра а конституция бзакуана апсахра курала галараза. Абрезы хадырра канасуйта хунткарра хадай официал сайт. Уанза ноябрь хюжи берзы хазакуана проект жларызара айбет пецухтанпи апхираджа яднакалахен. Айгва химия пысыс апсны распыларит нуқатпе узбарта курхадача дауракуби Сергей Лавров и рейпилараджа ирабжарта заекша хатра ябзурана Москва имя пысит юганкпе консультация ква. Апснапе делегация на погородион от нуқатпе ускора министра хатыпа Олегаршба. Распылапе СНГ тулаква апшибапир департамента ихабы Алексей Павловский. Ярту усурат пхазчазма за консультация куирылахун юхунд карракар министра куру структурат кушаква. Ахунткарра хадара ульхаджимба и хабгуб харала бхетпарат царупха, а политикат партия Амцахар Айзера дуяднакала за резолюция за Руганагара курхидия хах корреспондентша защищавез ауапсара. وسيوات زي وش يتسحور زي حيزخصنا وش يتسحور أجي خلاص برا وبلوك أبي يجدروا أرتايزر كورت حقول برتفع كرت فلاك ونجيزها حواجد خشرب Он старается, чтобы людям было хорошо. Ахар зелказу. Зегирила делканы дазги димазам, зегиланырла делканы геоизд гуяху изыгазазу. Аха, делыр капрасы гуяна гусидро, саскуана гарбусов шо. Саскуана гара и хватает вообще и на изду вообще. Любой, кто бы не был президент, 5 лет у Европы, все. 5 лет до наверха, 5 лет до нареста. А усур заху. Аджи нас аджи дехн бхазина чакот бхазина يخرتزم аджи я дхаз лаги جرموس لغاز ولا وبيو مشالله ويا يوسج اوس يودي قبسه يوسج دقيقه اوس ولاد يزروا سخه بشوا يوس تيجزر يكون قد بسبيانا هالبر برخقب تنش اوس نروام تنش نس زيدوب نسير برخقه مي خود سويد نرمي چد قرصوت يرتخم يرغبخم رياجلر يلا خزي خين يسوقايان زاد وشيوب شوكسقالا ويايت زلوبوي ناس يام تحنا ربابيالو سيسبيانا قلتين تشاجلر بيشنتالا وسور يلا قر سيجبن شالخو Республикат политикат партия Апсна хамтaqanatsuit Апсна ахада бхетпарат царуп партия Амцахар Айзера доғынайры даркаласа куцара инамадына. Уаға язгуат упасы ипшадца акургалары ахунткарри ажулари интерескуа ирчухарупха. А партия Апсна хабхераханатсуит оппозиция хатарнак шырышха конструктивцы казмо политика ашха есырц. Апсны жулар рджинштвал пей башира ветеран шаруа жулар пей чкара абаш убас гехам тaqanatsit Амцахар Айзера дуяднакала за куцара инамадына. Уақа язгуат упапсны ахада бхетпарат царупха икургалоз зара шатадупха. Убрианаюс гидара хамчрат узбарта курышха аабхера қарцейт атбыла хада яхатыр лазарықва асшажура курзы ашеуғат устзара хацыр казырц. Яхя Апсар бжырымшкурахна хирылагайт адзынпи аррат шазақацара кураме пугарам. Атулахчира министр ихатыпуай аштаб хада узбарта курнапугайт шертайт архутакуан. Дара эйлыркауан аруа ачазақацара куррыме пугара яхинзы захьё. Анай сархту курнапугайт шерчапха якудыргалайт адцачыцкуа. Декабрька дунеджа язгуарту ита спид чимазара ячагыла накупара амш. Яхя ейуепши мачк чимазараку аспид гевахи налацен ранкалараза. Апснаусу зуа ацентра ячнакайт акция. Уиха кукыхада сьяман ауажлар распид чимазараза а информация разнагара. Ареус сиха халайрхуит акуакалаки хада от Гурхаразия.
Кузия спид хиқатал тузи хуя чатрихчаразам. Агубзирихчараза хажлар бжаратби айчкараз ки швипшини жабашак сараха симепнагуит аспид деяжагалу акцеква и уевшим хадивиз корала. Ариам шачна ахтнаклагя хадара зайгора яичкан акция. Арака игыла зычидо машина джахагва хразмази романал шара рехидзам хадзагва худа псада аспиде агипатиты чимазра курзы хырхы гвартарц. Акция их алаверхуид аква аклагя хада адгур харазия. А машина юнацха хаваюи и дажджин ташаргон ханайс юежами нутрала тестра хокойрабзорана ачимазра аваюи иша ялу яламуилка хон сайтка юнацха акциярха аладерхуит жаюки нарсанапшва ава. Губзири хавaqzim губзири хам хунткар зиqvazу. Ачари глозиги хучидуиги губзири римазероб وسخنا بويجي حي قلقر اشتقنا دزجوس حي الزمن شلا خدا ويقوب زير زمان شو زي بستزاري سوى ديو Аспидеячк чимазара куирша галанак паразас, а центра усауит юниске кашукса инаркна. Ариамта ялагзен азхалы незерчанта чимазара рча ялуп хайше корглуб закюген арзанапшо авам. Уртрахид пшишвика терапии яхысуит, уртархаб хазара же его бижвика хучква. А центра же его информация лейсы шуксах белажа аспид чимазара яхкана рабстазара язуит жохю карканзавапсера. Язгуата туп зазбухамо чимазара шамахамзар адвикан дашадряхи шмиесва и саравойта шала хацеп хусихрения мюала еробас анал ганда худжиях зчастбым ахсаркна ачка шакурглазара ахучи дианза анылтаху ахшкуирабзурана ачамазара амала кемхер алшуд убряхна пихадароб ахучи ира язбшу ахса аргуатара Альбина Жипайльдар Дамиров абсоцилехопша Тежим тахарукшам тезшезадзаря амшсепшрахо Хлопзеква, хаугаты чизларец хавала, уатра хамша тагала защаны рана туйтих шашуа хава. Уи обзорана, хамшина пшухе хатана кокубаса балейвит. Шынла 5 градус карханзеп харахуит апшей задов секунд. Калала срахуба хаба метр. А хау кухара кунагачаи губа хава чагара шухта кархан пепшины 62% халойт. Абсна пяшха куирапно, а ибгая хатана кохала градус карханзех тахойт, шынла градус коху. Псхуа халах градус карханзех шашарахойт, шынла 5 градус, латава халла градус, кчынла 5 градус карханзеп харахойт. Апснам рагаларат пяухта, галва халла 5 градус, кчынла 5 градус карханзеп харахойт. Хорчала яхатна го халла 0, шынла градус карханза. Очим чирава халла 5 градус, кчынла 5 градус карханзеп харахойт. Гул рыбш халла 5 градус, кчынла 5 градус коху. Апснам ратушарат пяухта, курорт калай, куангагра халла 5 градус, кчынла 5 градус карханзеп харахойт. Пицунда яхатна го халла 5 градус, кчынла 5 градус коху. Куда-то ваханла в градус кчынла в градус карханзе назоит, а фонжас ехазана ваханла в градус кчынла 5 градус карханзе пхарахойт. Апснахтна калакяхва хаупхара ваханла в градус кчынла в градус карханза. Амшан за гуандара 5 градусов. С гобзира уэширу шхашацкла пшлам шахи газала, и у гобзира шсейгас щит хайба бойт уатра хамзирас. И снова здравствуйте. Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей, в студии Алиса Шамба. Сегодня в выпуске. Встреча в Кремле. Рауль Хаджимба и Владимир Путин провели переговоры в Москве. Как справиться с чумой 21 века? В Абхазии отметили Всемирный день борьбы со СПИДом. В Кремле прошла встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба и президента России Владимира Путина. Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, в ходе встречи Владимир Путин заявил, что рассчитывает на стабилизацию внутриполитических процессов в Абхазии. В противном случае это может осложнить экономическое сотрудничество двух стран.
Кадры встречи двух президентов нам из Москвы прислала наш корреспондент Елена Лолуа. Уважаемый Руль Джумкович, очень рад вас видеть снова в Москве. Наверное, не нужно характеризовать характер наших отношений. Они носят поистине уникальный, братский характер. Мы с вами знаем, сколько сделано за последнее время для того, чтобы укрепить Абхазию. Сформирована очень хорошая договорно-правовая база, свыше 100 договоров, соглашений, еще 30 находятся в проработке. По инвестиционному направлению у нас сформирован пакет свыше чем на 9 с лишним миллиардов рублей. 700 с лишним миллионов уже проекты одобрены. Здесь мы должны еще с обеих сторон как следует поработать с тем, чтобы все эти вопросы были тщательным образом не только проработаны, но и были реалистичными, чтобы все эти средства пошли на реальные дела, на улучшение качества дорог, на улучшение ситуации в школах, больницах, строительство новых детских садов. Мы очень рассчитываем, что так и будет. Вот только что посмотрел информацию по этому курортному сезону. Рекордным было количество наших российских туристов, отдыхающих в Абхазии. Мы будем и таким образом развивать наши отношения дальше. Мы видим, конечно, что в Абхазии происходят такие непростые внутриполитические события, но должен сразу сказать, что это, разумеется, нормальное явление для любого общества, для любой страны, но очень рассчитываем на то, что ситуация будет находиться под контролем, не будет выходить за рамки правового поля, потому что в противном случае достаточно сложно осуществлять и на наши планы экономического взаимодействия. Естественно, да, когда происходит какая-то внутренняя серьезная раскачка, то там уже не до дорог, не до больницы, не до школ. Хотя хочу отметить, что в этом году у нас вырос и товарооборот. В абсолютных величинах, может быть, это не так много, но, тем не менее, эта тенденция хорошая. Ну и у нас есть соглашение, есть и базовый договор о дружбе, взаимопомощи и так далее, но есть отдельное соглашение, связанное с военной составляющей. Я знаю, что Абхазия это ратифицировала. Мы только что тоже закончили наши внутригосударственные процедуры. Вот весь этот комплекс вопросов мы с вами сегодня обсудим. Я очень рад вас видеть. Спасибо. Владимир Владимирович, я рад тому приглашению, которое мне позволило находиться в Москве. Действительно, за этот год это вторая встреча, что свидетельствует о характере наших отношений. Несомненно, идет развитие правовой договорной базы. И уверен в том, что этот договор, который мы с вами подписывали о союзничестве и стратегическом партнерстве, будет реализовывать те планы, которые мы закладывали. Действительно идет процесс развития тех вопросов, которые мы ставили в части, касающейся оборонной тематики, вопросов пограничного сотрудничества, экономики. Действительно, как вы заметили, у нас буквально на 5% торговый оборот вырос, несмотря на то, что объемы, может быть, не самые большие, но идет рост торгового оборота. Есть и вопросы, которые связаны и с деятельностью самой Абхазии в свете той помощи, которая оказывается России. Выросли возможности банковской сферы. Мы сегодня практически бюджет 2016 года выполняем по доходной части где-то порядка на 36% больше, чем в прошлом году. И в сравнении с 2014 годом это где-то на 66%. Ну и вопросы, связанные с той темой, которая для нас очень важна, это тема развития нашей экономики, создания условий, которые позволили бы решать в контексте развития экономики и социальные аспекты. Ну, я надеюсь на то, что мы с вами сумеем сегодня еще и переговорить по этой тематике. Ну и разрешите мне от нашего народа, абхазского народа, передать вам самые добрые пожелания и выразить еще раз благодарность за ту помощь, которая оказывается Абхазии
самые нелегкие времена. Спасибо. На состоявшемся накануне съезде оппозиционная партия Амцахара и его участники приняли резолюцию, в которой содержится требование отставки президента Рауля Хаджимба. Как в обществе восприняли это требование? С этим вопросом наши корреспонденты обратились к жителям столицы. Вот вчера оппозиция выступила с требованием отставки президента. Вы согласны с этим требованием, с этим мнением, что президент плохо работает и так далее? Нет, я не согласна, девочки. Но вот по вашему мнению, что нужно сделать? Но я не согласна, чтобы освобождали, потому что есть срок, который должен работать президент. И потом люди, честно говоря, устали без конца. Один не нравится, второй не нравится. Я не знаю, кто им вообще нравится. Но пусть работает человек, прекрасно. Я вполне симпатии отношусь и просто думаю, что нужно время. Конечно, есть проблемы, о чем говорить. У самой очень много проблем, которые хотелось бы, чтобы решили положительно. Вот, например, в отношении гражданства, что нам обещали и до сих пор не рассмотрели. Но я думаю, что оппозиция мешает, конечно, этому. Ну, дайте уже время, пусть поработает президент. Уже надоели эти выборы, каждый раз выборы. Пусть один доведет до конца свое дело, а потом видно будет. Каждый год выбирать, председатель колхоза тоже не выбирает. Нельзя так делать, в том, что правильно поступить, то, что имеет 5 лет, пускай отслужит, хорошо и плохо. Другой придет, посмотрим, как дальше жить придется. Я не согласен был с самого начала, когда Анкваба убрали. Надо было не ломать Конституцию. Если даже Анкваб самый плохой был бы, 2 года дать ему досидеть, а потом хоть на куски порвать. Вы нарушили, не вы, говорю, вы Конституцию нарушили, и отсюда все беды пойдут дальше цепью. Я считаю, что это ничего не надо, и все, уже надоело все, вот так передайте всем. Спасибо. Знать, вот как вы считаете, вот оппозиция решила вчера на съезде, что президент должен уйти в отставку. Вы согласны с этим? У нас работает эффективно президент, по вашему мнению, или вы согласны с мнением оппозиции? А что может сделать один президент? Скажите, пожалуйста, что он может один сделать, если вокруг люди, которые работают, не работают правильно? Я так считаю. Вот вчера оппозиция выступила с требованием отставки президента. Вы согласны с этим мнением? Или вы считаете, что власть эффективно работает? Хотели бы ваше мнение услышать? Это взаимно полезный антагонизм по своей сути. Значит, власть, она находится в рабочем состоянии и выполняет свою функцию управления, внутреннюю и внешнюю. А значит, оппозиция, она является как бы фактором катализирующим, ускоряющим процессы, создающим определенные рамки, естественно, работы. И тут идет взаимно полезный антагонизм. Как бы зеркалом является на сегодняшний день политической работы, скажем, правительства. И в этом ничего такого нету. И нет какой бы, это, скажем, такой определенной там опасности. Все нормально. Это в рамках дозволенного все работает. Лишь бы оно не переходило как бы в крайние вещи. Они вообще никому не помогают. И особенно Абхазия. Абхазия должна иметь свой курс, смотреть свою экономическую составляющую, интеллектуальную составляющую. А так везде работает. Лишь бы это было бы в рамках дозволенного. Я считаю, что президент – это законная власть, да, и пока у него есть срок, его нельзя свергать, потому что ему дано время, чтобы что-то сделать для страны. И пока оно не течет, говорить ничего нельзя. Когда закончится президентский срок, тогда и поговорим. Абсолютно неприемлемыми и не отвечающими общегосударственным, общенародным интересам назвала требования лидеров оппозиции, прозвучавшие на съезде Амцахара об отставке президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба, партия АПСН в распространенном сегодня заявлении. Члены партии призвали оппозицию перейти от агрессивной риторики к конструктивной политике. Партия АПСН также рассчитывает на то, что депутаты Народного собрания дадут оценку призывам оппозиции, прозвучавшим на съезде партии Амцахара 30 ноября. Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал конституционный закон о внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия о судебной власти. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. Ранее, 22 ноября, законопроект был принят на сессии Народного собрания во втором и окончательном чтении.
Согласно договоренности, достигнутой в ходе недавних переговоров министра иностранных дел Республики Абхазия Даура Кови с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в Москве состоялись двусторонние межмидовские консультации. Абхазскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Олег Аршба, российскую – директор 4-го департамента стран СНГ Алексей Павловский. В консультациях, которые носили откровенный и деловой характер, приняли участие руководители структурных подразделений 2 министерств. Рассмотрен широкий круг тем. Обстоятельно обсуждались, в частности, консульские вопросы, пути активизации абхазо-российского сотрудничества на региональном уровне. Во всем мире сегодня говорят о СПИДе, о том, какую угрозу существованию человечества несет эта глобальная эпидемия, о масштабах трагедии, о том, что эта чума 20-го, а теперь уже 21 века угрожает существованию человечества. И, конечно же, о том, как остановить глобальное распространение эпидемии ВИЧ-СПИДа. Какие мероприятия прошли во Всемирный день борьбы со СПИДом в Абхазии, расскажет Нала Кови. 15 июня 1981 года Американский центр контроля над заболеваниями зарегистрировал новую болезнь – синдром приобретенного иммунодефицита – СПИД. Всемирный день борьбы со СПИДом начал отмечаться с 1 декабря 1988 года после того, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ-СПИДу. Всемирный день борьбы со СПИДом стал ежегодным событием в большинстве стран. Во многих странах организуется ряд мероприятий, проводимых в течение недель и дней до и после официального празднования. С 10 утра у здания столичной администрации Республиканским центром по профилактике инфекционных заболеваний и борьбы со СПИДом Министерства здравоохранения Республики Абхазия, которое осуществляет свою деятельность с 2001 года, была организована акция, где каждый желающий мог обследоваться на наличие у него в крови антител на все виды гепатитов, ВИЧ и ИППП методом экспресс-диагностики и абсолютно бесплатно. На сегодняшний день выявить пациентов сегодня у нас нет такой цели. У нас цель донести до людей, что у нас есть эта проблема, что на эту проблему глаза закрывать нельзя, что это серьезная проблема, потому что это наша нация, и нация должна быть здоровая. На сегодня, согласно статистике, в мире больше 40 миллионов людей инфицированы ВИЧ. Из их числа лишь за последние 2 года СПИДом заразились 15 миллионов человек, что составило 37,5% от всего количества людей, живущих с диагнозом ВИЧ. Больше 24 миллионов людей погибли от СПИДа. В Абхазии число инфицированных достигает около 1 тысячи человек, официально зарегистрированных и стоящих на учете. И это лишь те, кто самостоятельно пришел в Центр для выявления вирусных заболеваний, в частности СПИДа. Существует несколько путей передачи вирусов, поэтому осторожность никогда не будет лишней. Основные пути передачи – это парентеральный через кровь, половой путь передачи и от матери к плоду. То есть, если человек будет знать основные пути передачи, он может себя обезопасить. Вот, например, первое – это парентеральный, то есть через кровь. Все то, что контакт с кровью может быть, это игла, это могут быть бритвенные принадлежности, это могут быть маникюрные принадлежности. То есть, должно быть все индивидуально. Республиканским центром по профилактике вирусных заболеваний и борьбе со СПИДом Министерства здравоохранения помимо диагностики осуществляется лечение вирусных заболеваний. Чем раньше выявлено наличие заболевания, тем успешнее проходит лечение, говорят врачи. У нас есть пациенты, которые получают уже лечение, то есть которые уже с проявлениями заболевания. Их 411 человек. Из них 7 человек детей. Дети от ВИЧ-инфицированных матерей. То есть это те мамы, которые не получали профилактику по ВИЧ-инфекции. И, соответственно, дети внутриутробное заражение и во время родов получили этот вирус. И на сегодняшний день они пьют наши препараты противовирусные. Вирус ВИЧ-СПИД – это вялотекущее хроническое заболевание, которое хорошо контролируется препаратами. Какое действие наших препаратов? Они действуют на уменьшение вируса в крови. То есть уменьшается вирус в крови до 0, так что даже очень-очень низко, и вирус не действует на иммунитет. Иммунитет поднимается, соответственно, человек чувствует себя хорошо, и никаких сопутствующих заболеваний, как у обычных у нас людей, у кого стойкий иммунитет, не происходит.
Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка. Ни одна акция в этой области не обходится сейчас без нее. Эта ленточка, как символ понимания СПИДа, была придумана весной 1991 года. Идея принадлежит художнику Франку Муру. Он жил в провинциальном городке штата Нью-Йорк, где соседняя семья носила желтые ленты, надеясь на благополучное возвращение своей дочери-солдата из Персидского залива. Художник решил, что ленточка могла бы быть метафорой и для СПИДа тоже. И сегодня красные ленточки раздавались всем прохожим, как символ неустанной борьбы с чумой 21 века. На Алакове, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. На площадке «Склад» в Сухуми состоялась презентация нового проекта телестудии «Сарки». Показ короткометражных фильмов о представителях различных национальных общин Абхазии. Начали с сюжета о репатриантах из Сирии. Это первый фильм из 9 в рамках проекта программы развития ООН. В фокусе внимания то, как людям удается сегодня сохранить свою культурную идентичность. В числе гостей была и наша съемочная группа. Низ Фаршба продолжит тему. Осуществить проект, который без прикрас покажет нам истинную жизнь представителей национальных общин Абхазии, журналист Розита Герман планировала давно. Это будет некий тележурнал, который расскажет о русских, греках, эстонцах, поляках, немцах, о том, как живут эти люди сегодня и какие строят планы. В рамках этого проекта мы собираемся снять еще 8 фильмов. Каждая национальная община – это целый огромный пласт исторический вообще. И мы сфокусировали свое внимание на сегодняшнем дне. По сути, новый проект телестудии «Сарки» является широкой кампанией по информированию и преодолению отчужденности между представителями общин, способствующей лучшему пониманию ценностей различных национальных культур. В составе съемочной группы Амбарцу Марутюнян, Розита Герман и Наала Авицпа. Очень важно обратить свой пристальный взор на то разнообразие, которым мы все еще обладаем. Несмотря на то, что принято считать, что многие люди покинули Абхазию, что сегодня это все-таки достаточно однородное общество, это далеко не так. Просто тема не очень актуальна, и представители различных национальных общин не всегда социально активны, они очень мало представлены на уровне принятия решений, поэтому нам кажется, что их практически нет или очень мало. На самом деле люди есть, и я считаю, что это наш богатейший ресурс нашего общества. Это первый фильм о репатриантах из Сирии. 4 года назад несколько сотен семей потомков махаджиров были вывезены в Абхазию из полыхающей Сирии. Жизнь на родине оказалась нелегкой. Им есть где жить, где работать, но и мы еще смотрим на них как бы со стороны, и они еще не воспринимают себя полноценными участниками нашей жизни. Пожалуй, это главный урок ленты, возможно, неосознанный сразу даже ее авторами, говорит общественный деятель Надежда Венедиктова. Этот фильм именно показывает, насколько мы, не будем обижаться на это, в общем, равнодушны. Да, помогли людям строиться, я помню, как собирали вещи и так далее. И сделав что-то, мы успокоились, и нам нужно быть более активными в общении с ними и помочь им вжиться уже на таком чувственном, культурном уровне. Это было бы очень важно и было бы хорошим следствием этого проекта. По мнению зрителей, фильм о репатриантах из Сирии заставляет задуматься не только о сложностях адаптации в других жизненных условиях, но и о нашем участии в этом процессе. В планах у телестудии «Сарки» интерактивная выставка по мотивам проекта. Фильмы будут презентованы в 6 районах Абхазии. Низ Фаршба, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. Администрация Сухума объявила ставший уже традиционным конкурс на лучшее новогоднее оформление витрины и фасадов домов столицы. Его участниками могут стать все желающие. Главная цель – улучшение облика Сухума и создание праздничного настроения в преддверии Нового года и Рождества. Об условиях конкурса журналистам рассказал первый заместитель главы Сухумской администрации Леон Кварчиан. В целях улучшения внешнего облика нашей столицы, поиска оригинальных решений в рекламно-художественном оформлении предприятий, повышения качества обслуживания, а также создания праздничной атмосферы в преддверии Нового года и Рождества, администрацией города Сухум было принято решение о проведении конкурса среди объектов потребительского рынка, предприятий, организаций и учреждений города. Конкурс будет проводиться в 3 номинациях. Лучшее новогоднее оформление витрины,
лучшее новогоднее оформление фасада, лучшее новогоднее оформление прилегающей территории. В каждой номинации будет отобрано 3 победителя с присвоением 1-го, 2-го и 3-го места и награждением ценными призами и дипломами. В каждой номинации победители будут отбираться по 6 разработанным критериям. Прием конкурсных заявок будет осуществляться с 1 по 15 декабря текущего года. Награждение победителей будет производиться с 29 по 30 декабря текущего года. Вся необходимая конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации города Сухум. Кроме того, она будет опубликована в официальном издании администрации города в газете «Аква Сухум». Мы постарались максимально упростить конкурсную документацию с тем, чтобы она была понятной и доступной большему количеству потенциальных участников. По всем возникающим вопросам участники конкурса могут обратиться в Управление экономики и муниципального имущества, либо на официальном сайте администрации города Сухум в разделе «Обратная связь». Мы надеемся на то, что в данном конкурсе примет участие максимальное количество предприятий, и вместе мы сделаем наш город краше и современнее. Ну и в конце выпуска, как обычно, о погоде. По сообщению Гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается понижение температуры воздуха. Днем до +5. Будет облачная погода. На побережье дождь. Местами возможен дождь со снегом. В предгорьях и горах снег. Температура воздуха ночью +4-6, днем 5-7 тепла. Температура моря +14. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.